саламатсыздарбы? Азыр кичине күтө туралы. Да, кишилер кирсин. Кишилер кирсин. Мам, бир киши кирди. Ага, 5 киши кирди. Отлично. Урматтуу достор, саламатсыздарбы? Мен азыр кайра прямой эфирге чыкканга аргасыз болдум. Эмне себептен дегенде, тетиги кечээ соц барактарда Абдил Сейизбаевдин выступлениясы боюнча, эми Абдил Сейизбаев боюнча мен кыргызчасын айтпай, орусчасын айтайын, ал кичине орусчасын жакшыраак билет да. Ошол себептен мен Абдилге ушул обращениямды мен орусча кылат элем. Уруксат берсеңиздер, мен орусча кылам ошо эмени. Уважаемый Абдильчик, как я тебя все время называл, я вчера в соцсетях прочитал интересную вещь. Ты вызываешь на дуэль Садыра Джапарова. Молодец. Я вчера в соцсетях прочитал, как ты сидишь и сдаешь своего карифана Икрама. Ты понимаешь, ты всюду ходишь и говоришь, что молодец. Вот я вот такой чистый, я вот такой красивый, что аж шум стоит. Паренек, Абдильчик, даст Бог Аллах, иншаллах, мы с тобой еще посидим, чаю попьем. Ты понимаешь, ты не то что Садыра вызвать на дуэль. Ладно, это твое право, вызывай. Икрама, говоришь. А ты где был в это время, уважаемый? Кто стряпал дела? Или ты что, забыл многие вещи, уважаемый Абдиль? Ты забыл, как ты организовал? Это же твое было, наверное, скорее всего. Потому что эту запись могли сделать только сотрудники ГКНБ, когда ты был руководителем этой структуры. Когда нас, адвокатов Текибаева, Чинару, Искена, Фиджана, меня делали видеосъемки и выкидывали в соцсети. Ты думаешь, это сделали какие-то заинтересованные лица? Ерунда. Несанкционированная была запись. Это же так. Потому что такими средствами не может другие структуры. А структуры были твои. Или ты помнишь, забыл, как ты начал гнобить моего сына? Или ты забыл, как стряпалось дело по поводу детей Садыра Джапарова и вот этого митинга? Это все было в твою бытность. А ответь на вопрос, а кто так сильно, рьяно докладывал по делу Текибаева? Ты забыл дела Белизгейт? Как ты подделанный вот этот апостиль показывал Атамбаеву и доказывал Джордж Кенеше, что у тебя все на мази. Где? Ты же целый председатель такой структуры был. Непроверенную информацию таскал. Почему? И сейчас сидишь, умничаешь. Да я вот имею право, да я вот такой святой. Да какой ты нахер святой? Мужик, ты кто вообще? Ты сидел, Джордж Кенеше, всех имел. А ты не забыл, еще как Маевский приезжал, как сотрудники ГКНБ его сопровождали. Это забыл? Или забыл, как стряпал другие дела? По чему приказу? По твоему или по чему? Тогда скажи, что не по твоему приказу. Кто тебе давал право стряпать эти дела? Как вы с болотом вот эти 350 килограмм золота? Что, халатность что ли тогда? Тогда тебе халатность должны предъявить. Болото сейчас ищут за эти 300 килограмм. А там-то адвокатом был я, если помнишь, в начале. Как вы красивые эти деньги, это золото забрали. А сотрудники АКС целую операцию провели по этому делу. Ты на это тоже глаза закрыл? Или вы забыли, как вы заставили этого Замира полностью сделать проверку моих предприятий? Вы забыли, как вы меня просто банкротили?
Вы забыли, как вы в суды вмешивались? Уважаемый Абдиль, немножко, прежде чем, вот так, я молчал, я не трогал тебя уже. Но когда ты того человека, даже я никогда Икрама тоже не цел, но вы, одна команда, вы с одного котелка кушали, вы жрали с одного котелка, жрали, именно жрали с одного котелка, и вот так вот, ты вот такие вещи сейчас говоришь, там, Икрам то-то, Икрам это. Ты мужик или кто? Если даже жрали, ты берешь своих однокашников, сдаешь, уят тем бару, 7D. Абдель, когда, ты же помнишь прекрасно, когда ты появился в штабе, а там в штабе СДПК, ты появился всего в 2010 году. Где ты был до этого? А ты приехал в 2010 году. Я помню, как на чем ты приехал. Ты на Ауди правосторонней, праворукой Ауди приехал. На праворукой Ауди приехал. А сейчас ты на чем ездишь? В каких домах живешь? И вот здесь спрашивают, откуда у тебя эти деньги на твою зарплату? Сидишь здесь, умничаешь. Мы с тобой еще поговорим. Я просто сейчас не трогаю, молчу пока. Но придет день, поговорим. И вот это, когда ты вот в этом же парк-отеле, когда мы засидели, как на меня тут, ты, да я. Да кто ты такой? Я тогда тебя не боялся. Я сейчас не боюсь. И бояться не собираюсь. Это ты бойся меня, Абдильчик. Потому что вы мне столько крови попили. Что тебе сделал мой сын, когда ты его увольнял с работы? Еще сидишь тут, умничаешь. Уважаемый Абдиль, немножко, прежде чем вот такие помпезные слова кидать, немножко думай о своем прошлом. Что ты сделал. Вопросов нету. Иди в президентские выборы, баллотируйся, молодец, это твое конституционное право. Баллотируйся, вопросов нету. Но прежде чем кого-то вызвать, Иркек Полсон, то есть, давай вот так вот, Иркек Полсон, давай вызовем меня на дуэль. А мы с тобой дуэль другую, может, проведем еще. В ринге, давай. Меня вот это зло берет. Продал своих однокашников. Я знаю, кто такой, что Икрам это все делал. Болот там делал, это ты это делал. Тогда какого хрена ты был председателем целой такой структуры? Что? Халатно? Тогда у тебя халатность на лицо. Да лучше явку с повинной сделай и очисти свою душу. И в мечеть пойди, замаливай себя. Пятикратно намазал. Сен уй ардан беріп алсаң жигит. Сен жигитсің бе? Жигитте қалғын. Берешь всех, сливаешь. Я сейчас еще у меня там это есть. Ты что, уже сливаешь и у Алмаз Арсеновича, который тебя на это место поставил? А еще надо спросить. А как надо спросить? Еще по другим вопросам тебе надо спросить. Темира Джумакадырова, почему интересно так? Давай убийство Темира, расскажи про убийство, про смерть Темира. Тоже расскажи. Может, там интересные вещи есть. А что ты эти вещи молчишь? Так что, уважаемый господин Абдиль Сигизбаев, прежде чем это не по-мужски взять и свалить все на Икрама, с которым ты прям в десна целовался, и сидеть, и еще духу набрался, Иркек Полсо, Садыр Джапаров мен. Да я прекрасно знаю, для чего ты это делаешь. Ты это все делаешь только для того, чтобы завтра сказать, вот я его на дуэль вызвал. Ты прекрасно понимаешь, что время президентских выборов закончится. Когда время президентских выборов закончится, за тебя возьмутся. А когда за тебя возьмутся, чтобы ты на всех парах кричал, нет, это политический заказ, я политический узник. Да никакой ты нахрен не политический узник. Ты понимаешь? Был хороший парень. Ты хороший парень, реально хороший парень. Но когда ты получил должность, ты стал совсем другим. Ты, Болот, Икрам, вы все кушали. Вы все жрали, не кушали, жрали.
И еще за мира себе подтащили. И жрали. А теперь сидишь тут, умничаешь. Того гельтер, бол гельтер. Пожалуйста, становись по-любому. Вот здесь пишет Алтынбек. Сигизбаев по-любому станет президентом села Койташ. А мы с тобой еще поговорим, куда-нибудь будет время. Я просто с братьями поговорю своими, которые много тоже интересно знают про тебя. Я сейчас не трогаю. Удачи тебе, Абдильчик. Кечирип коела, урматтуу достор, просто кичине анча мындай абдан достор, урматтуу достор, эмоциональныйраак болуп калды. Анткени мен муну көрбөп турмун. Азыр эртең мен айтсам ошол сөздөрдү, бул тыйны да, икрамды тынтып жеген, бул мынтип жеген, бул мындай кылган деп туруп ошону айтып, анан ошо эркектигин көрсөтпөй ушундай акмакчылыгын көрсөткөндө ошонго абдан жиним келип, мага деле мындайча айтканда көп эле жаман нерселерди кылды. Ошонун себептен мен абдан эле жаман көрөм жигитти. Ошон үчүн жиним келип кичине эмоция менен айтып койгонума кечирип койгула, урматтуу достор. Ошондуктан ошо эмоцияларымды алдырып койгонума кечирип койгула. А так чоң рахмат. Уважаемые друзья, я приношу извинения, что немножко эмоционально. Просто я до этого уже как-то не стал их трогать, но когда он на президентские выборы пошел, и вчерашнее вот это слово «эркек болсоң, эркекче чык менен дебатка», просто я хотел спросить, а он эркек или нет? Вот и все. Спасибо большое, уважаемые друзья. У меня кофе стынет. Я буду пить свое кофе.